Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. На вопрос отвечать не будете, да? Искали за рубежом, нашли на съемной квартире в Казани. Луиза Хайруллина в СИЗО. Украденные из банка 23 миллиона пропали. Кто сдал кассиры и с кем теперь будут жить дети? Позвонили сегодня отсюда и сказали: приезжать, забирать детей. Капитально влипли. Зачем нужно эти 7 замов, разгоните их всех. Ради Хабиров назвал старт программы ремонта подъездов сорванным. После разгона на оперативке руководитель регионального оператора и 7 его замов подали на увольнение. По тайной дороге в обход весового контроля. Для нашей населения никакой пользы нету. Это кто-то лишние отдельные люди себе карман оббивает. Что ищут эти якобы геологи в лесах Белорецка и куда уходят большегрузы с тоннами плетника? Расследование итогов недели. Травили рапс, погубили пчел. Падает, переворачивается, ногами прыгает, и все, вот они. Дрыг, и все умирает. Пчеловоды сразу нескольких районов республики пишут заявление в прокуратуру с требованием разобраться, по чьей вине меда не будет. И пещерные макароны, кто оставил их в Шульганташе. Это линии, нанесенные пальцами в мягкие породы или мягкие субстраты, так скажем. Сенсационная находка археологов в горле Каповой пещеры. Нашу съемочную группу пустили в закрытые залы, чтобы показать уникальные наскальные рисунки. Семья Хайруллиных найдена, Луиза арестована, ее муж на свободе. Мужчину отпустили после допроса. Сбежавшая с детьми чета оказалась куда ближе, чем многие думали. Ни Казахстан с их свободным для россиян въездом, ни теплые дальние страны. Хайруллины выбрали соседей – Казань. Пожалуй, не совру, что эта фамилия с четверга была в топе федеральных СМИ, а за историей побега с миллионами следила вся страна. Но развязка истории еще далека. Сейчас всех волнует один вопрос – а где деньги? В казанской съемной квартире, где оперативники обнаружили беглецов, ни рублей, ни валюту не нашли. О том, что известно на данный момент, расскажет Анастасия Ильчебаева. Лишь бы живы-здоровы были. Это все, о чем он мечтал. Но чем больше проходило времени с пропажей его дочери и внуков, тем меньше становилась надежда их вновь обнять. Ожидание, рассказывает отец Луизы Хайруллиной, прервал звонок оперативников. В некоторых СМИ прошла информация, что якобы правоохранителям удалось вычислить Луизу Хайруллину благодаря звонку ее дочки. Девочка позвонила деду, но сам мужчина эту версию опровергает. Это ерунда. Интернет все пишет. Не так, да, было? Конечно. Это мне просто позвонили сегодня отсюда и сказали: приезжать, забирать детей. А вот забрать домой дочку он сможет еще не скоро. В съемной квартире аскетичное убранство, на Луизе скромное одеяние, миллионов в квартире нет. Это кадр задержания, оперативная съемка МВД. Но правоохранители, видимо, не те, с кем женщина хотела бы пообщаться. На вопрос отвечать не будете, да? Семью, о судьбе которой гадала вся страна, обнаружили в этой неприметной многоэтажке в спальном районе Казани. Появление оперативников жильцов, мягко говоря, удивило. Они и не догадывались, что фотографии их соседки уже месяц тиражируют СМИ. Там мужчины какие-то были и женщина была какая-то. Шум какие-то были, но ничего не замечала. Только вот в лифте не съездили, въехали, съехали и все. Здрасте и до свидания. Судом обвиняемый заочно избран на меры пресечения в виде ареста. Сейчас с ней проводятся все необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств. Расследование этого уголовного дела продолжается. Из татарской столицы Луизу доставили на родную башкирскую землю. Вот это здание, где находится несколько отделов уголовного розыска республики. После долгой разлуки здесь она наконец-то встретилась с отцом. В здании отдела МВД Рамиль Мулахметов провел весь день, пока детей передали ему. Но вполне возможно, что в скором времени ситуация изменится. Временным опекуном будет назначен дедушка и будет воспитываться это время с ним. Тем не менее, мы не исключаем возможность, что воспитанием продолжит заниматься отец. Скорее всего, могут отца отпустить. Хайруллиной был назначен государственный защитник, но свою помощь женщине предложил и общественник Азамат Галин. К зданию отдела уголовного розыска республики он привез адвоката, которого готовы оплатить предприниматели. Она согласилась на то, чтобы ее интересы представлял наш адвокат, но она через адвоката передала, что она не хочет, чтобы в средствах массовой информации они это обсуждали. В этом деле, на наш взгляд, очень много неясного, непонятного. И мы будем держать дело на общественном контроле только для того, чтобы
ее права не нарушались. От общения со СМИ женщину оградили правоохранители. Чтобы вывести Луизу Хайруллину из отдела уголовного розыска республики, автозак сначала подъехал к центральным воротам, а уже потом машину, видимо, из-за большого скопления журналистов, было решено запустить на территорию к служебному входу. Судьба миллионов до сих пор неизвестна. А от камер, в том числе оперативников, женщина скрывается под кепкой и солнцезащитными очками. Хотя кассира-миллионера уже многие знают в лицо. Анастасия Чебаева, Роберт Давлетбердин, Вахид Халимов. Итоги недели. Честная молочка, безопасная сделка с недвижимостью и единая транспортная карта. С 1 июля вступили в силу сразу несколько нововведений, которые затронут каждого жителя республики. Поправки должны сделать жизнь лучше, но вот на практике эффект порой противоположный. О наиболее важных новшествах и о том, как они реализуются, расскажет Артур Шамсуддинов. Здесь вот сырки, они с добавлением растительных масел, но они все в полке, например, с той же натуральной продукцией. А вот новый закон четко прописывает, такие продукты на одной полке лежать не должны. Многие покупатели даже не подозревают, что то же молоко или творог не всегда на 100% натуральные, и в них производитель не стесняется добавлять искусственные жиры, в том числе пальмовое масло. Теперь по правилам достаточно лишь взглянуть на витрину, чтобы узнать состав продукции. Правда, не все продавцы пока соблюдают новшества, а некоторые делают маркировку, что называется, для галочки. Покупатель должен, прочитав ценник, уже определить, есть ли в составе заменителя молока или нет. И, соответственно, визуально вообще разделение от целиком продукции, то есть в виде стеллажей, то есть отдельным стеллажом должно идти молочная продукция, отдельным стеллажом из заменителя молока. От качества молока ни много ни мало зависит здоровье нации, а потому другое важное изменение, которое тоже начало действовать с 1 июля, дети малоимущих семей будут получать питание через сеть молочных кухонь. Прежде малышам выдавали сухие смеси, теперь только натуральную высококачественную продукцию. До недавнего времени единственный комбинат работал только в Уфе. На неделе молочная кухня открылась в Стерлитамаке. Она должна удовлетворить спрос южной части региона. До конца года в Башкортостане будет создана единая сеть молочных кухонь. Мы планируем открыть такие же предприятия производственные в городах Белорецк, Сибай, Октябрьский и Нефтекамск. То есть эти производства позволят нам охватить большую часть детей по республике. А вот к следующему новшеству оказались не готовы перевозчики. С 1 июля в республике начала действовать единая транспортная карта «Алга». По ней можно рассчитаться за проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и даже в маршрутных такси. Правда, по факту терминала для оплаты у многих частников отсутствует. К тому же под шумок некоторые перевозчики поспешили повысить цены на проезд. Для урегулирования в ситуацию пришлось вмешиваться лично Радио Хабирову. Более 2000 автобусов были оснащены соответствующими терминалами. Это и автобусы Башавтотранса, и практически всех частных перевозчиков. С одним из них только не удалось до сегодняшнего дня договориться, но мы понимаем, что до конца этой недели такие договоренности будут достигнуты. Для тех, кто хочет пересесть с общественного транспорта на личный, тоже вступили изменения. С июля правительство возобновило программу «Первый или семейный автомобиль». Покупатель, который подходит по заданным критериям, может получить скидку на приобретение машины. Пожалуй, одно из самых долгожданных изменений, которое навсегда должно решить проблему появления обманутых дольщиков – использование эскроу-счетов на рынке строительства жилья. По новому механизму деньги покупателей недвижимости будут поступать не напрямую к застройщику, а в банк, который и возьмет на себя все риски. Кредитная организация будет контролировать работу строительной компании на всех этапах. Если стройка встанет, дольщики смогут получить свои средства обратно. Цены на жилье в Уфе с середины прошлого года выросли в среднем на 10%. Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Это такой старый маркетинговый прием «купи сегодня, завтра подорожает». Никто не скажет, когда идеальный момент для покупки жилья. Любой эксперт вам скажет, что это было вчера. Не смотрите, не ждите. У нас инвесторов в городе мало, которые сегодня купят, чтобы завтра не прогадать. Появится у вас в августе необходимость улучшить жилищные условия, идите покупайте. И обязательно на рынке будет необходимое предложение, то, которое вы в себе подберете. Ряд изменений затронул сферу здравоохранения. К примеру, маркировка лекарств. Препараты для лечения целого списка тяжелых заболеваний будут отслеживать от завода до аптеки, чтобы исключить подделки. Врачи тем временем будут премировать за внимательность. В Башкортостане специалисты, обнаружившие онкологию на ранних стадиях, получат денежное вознаграждение в размере не менее 5000 рублей. Для нас важно увидеть, что есть онконастороженность у наших врачей первичного звена. Это специалисты, не онкологи, но именно те, кто выявляет и кому
пациенты обращаются с какими-то проблемами. Вдвое увеличен размер пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Отныне сумма составляет 10 тысяч рублей. Еще одна поправка касается тех, кто пользуется услугами микрофинансовых организаций. Теперь проценты штрафа по займам до года не превысят основной долг более чем вдвое. Впрочем, это лишь очередной этап. С начала следующего года аппетиты организаций, предоставляющих быстрые деньги, будут ограничены еще больше. Конечная сумма возврата долга не сможет быть превышена более чем в 1,5 раза. Артур Шамсудинов, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. Дмитрий Медведев поддержал идею создания особой экономической зоны в Башкортостане. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы Кабинета министров с Радием Хабировым. Премьер-министр России отметил, что не видит препятствий для ее появления. Тем более АЭС позволит существенно увеличить не только приток инвестиций, но и, главное, создать новые производства и рабочие места. Предполагается, что особая экономическая зона охватит 3 городские агломерации – Стерлитамак, Салават и Ишимбай с суммарным населением свыше 500 000 человек. При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, важно или прежде всего нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, ну и, конечно, возникал социальный эффект. Я имею в виду, просто росла зарплата, значит, соответственно, появлялись и социальные объекты. И если всем этим критериям вот эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу оснований, так сказать, эту идею не поддержать. Также Ради Хабиров отчитался о социально-экономическом развитии региона. Руководитель Башкортостана отметил, что экономика в первом полугодии растет темпами выше среднероссийских. На треть возросло жилищное строительство, хорошие показатели индекса промышленного производства. Поинтересовался Медведев и реализацией национальных проектов. Ради Хабиров сообщил, что срывов ни по одному из показателей не допущено. Сейчас активно идет заключение контрактов на выполнение работ в сферах здравоохранения, образования и дорожного строительства. За первое полугодие у нас очень неплохие, на мой взгляд, результаты. Индекс промышленного производства 103,5, поэтому мы этому радуемся. Впервые за последние 3 года у нас появилось положительное движение по привлечению инвестиций 104,3%. Мы очень активно занимались проблемой здравоохранения, и мы за последние годы остановили падение количества врачей. Вот у нас за последние полгода количество врачей, наоборот, выросло на 230 человек. Руководитель регионального оператора и сразу все 7 его заместителей уволились. Ради Хабиров взял на особый контроль ход капитального ремонта в подъездах. К сегодняшнему дню в порядок должны были привести более 1100 аппаратных, но по факту готова лишь половина. При этом горожане жалуются на качество работ. После разбора полетов на прошедшей оперативке руководитель Башкортостана поручил экспертно-контрольному управлению и Госжилнадзору мониторить ситуацию по капремонту. В первый же день проверки стало известно, что деньги до некоторых подрядчиков не доходят. К слову, в роли посредника выступает тот же региональный оператор, которому выделялось 300 миллионов рублей аванса. Репортаж Радмира Азнабаева. Все открываются как бы вот снизу. Вот как я вот эти 2 открою? Вот так я должен туда пролезть. И это не единственный недочет в этом подъезде. После обновления решеток на окнах пятиэтажки по Блюхера 40 жители подняли тревогу. Расстояние между прутьев увеличилось в 2 раза. Между ними спокойно может пролезть взрослый человек, не говоря о детях. Но если здесь проблемы видны невооруженным глазом, то за тамбурной дверью Ростовской 26, несмотря на новые лампы, сплошная тьма. А новый мусоропровод установлен лишь на нескольких этажах. На других подрядчики решили просто покрасить старые клапаны. Освещение не очень тоже, что-то светильники нигде путем не работают. Много недоделок они оставили. Мусоропроводы нам не нравится. То, что это самое, поменяли не на всех этажах. Покрасили это некачественно, очень замазано везде, стены неровные, потолки попросили подровнять, ну, сначала пошкурить, все сделать, а потом уже побелить. Они так все оставили, замазали, ушли. В подъезде дома номер 25 по улице Ульяновых сменили штукатурку и обновили потолок. Только вот не прошло и месяца, как они стали осыпаться. При этом подрядчики ремонта по всем этим адресам приходили к председателям многоквартирных домов и просили подписать акты о завершении работ, по сути их не закончив. Вчера приехал ко мне представитель подрядчика и попросил подписать акт завершения работ. Пусть это доделают, поставят слаботочки, устранят все недочеты. И подпишем. Они просят сделать это, подписать завещание, акт этот, но
Им показываешь, вот что-то доделать, они так не доделывают. А на этих фотографиях результат капитального ремонта в подъезде города Салавата. В Стерлитамаке люди вообще утверждают, что работами занимаются несовершеннолетние дети. Подводя итоги первого этапа, Ради Хабиров назвал программу сорванной и потребовал разогнать все руководство фонда капитального ремонта. А что такое, что региональные операторы выдали 300 миллионов аванса на такие виды работ, на которые не выделяются эти деньги? Это противозаконно, насколько я понимаю, правильно? Кто такие решения принимал? Мне дословно фамилия, имя, отчество этого гражданина, который принимал решение о выделении 300 миллионов рублей аванса. И упаси Господи, если эти деньги куда-то уйдут. Значит, мне представьте предложение, зачем нужно эти 7 замов, там, разгоните их всех. 7 замов, я уверен, у них зарплаты побольше здесь сидящих министров. Кстати, доложите публично, скажите об этом. И кто это допустил? В этот же день руководитель ведомства Ренат Даминов и все его 7 заместителей освободили кресла. Доклад главы Министерства ЖКХ Бориса Беляева принят не был, а экспертно-контрольное управление совместно с Госжилнадзором по поручению Радия Хабирова отправились в рейды по проблемным адресам Уфы. Первой точкой стал 20-й дом на 8 марта. На этом адресе вообще отсутствует паспорт объекта. Мало того, что жильцы не в курсе, какой ремонт им должны провести, так и сами рабочие даже понятия не имеют, на какую организацию они трудятся. Жильцы утверждают, что подрядчик на связь с ними ни разу не вышел, а рабочие иногда целыми днями сидят без дела. Кто вас нанимал? Спросите это, что вы ничего не знаете. То есть вас ЖЭО нанимало, получается? Точно не знаю. Как не знаете, где зарплату получаете? Я не знаю. Тот же самый подрядчик числится ответственным и за ремонт в этой трехэтажке. Объектива камеры мужчина старался избегать, но успел рассказать, что денег от регионального оператора еще не получал, а ремонт, который сейчас производится, делается за свой счет. У нас, во-первых, аванса нету. Мы сегодняшний день 35-40 подъездов сделали, копейки аванс не получили. Мы за свой счет делаем все. Нам тоже просто авансировать. Там говорят так, а мы ничего не получили. Куда делся выделенный аванс в 300 миллионов рублей, еще предстоит выяснить. Ради Хабиров поставил срок 2 недели, чтобы МинЖКХ подготовила новый отчет, исходя из которого станет известно, сможет ли экс-руководство регионального оператора отделаться одним увольнением. Радмир Азнабаев, Тимур Каюмов, Артур Елаев и Газис Валитов. Итоги недели. Обрушившийся деревянный мост в Белорецке будет демонтирован, об этом заявили в районной администрации. Городская достопримечательность и по совместительству самый длинный деревянный мост в России разрушился на неделе. Причиной стала ветхость конструкции, сооружение построили еще 80 лет назад. В середине 70-х здесь снималась сцена из советского многосерийного фильма «Вечный зов». Длина переправы составляет полкилометра. До недавнего времени она находилась на балансе Белорецкого металлургического комбината. Муниципалитеты и предприятия не могли решить, кто должен заниматься реконструкцией сооружения. Вопрос решился сам собой. Пчеловоды или черные копатели. В том же Белорецком районе ведется добыча природного камня. Незаконная, как утверждают местные жители, ведь по документам арендаторам выделен участок под пасеку. Наша съемочная группа отправилась на делянку и обнаружила целый карьер, разрытый рабочими из Средней Азии. Десятки тонн плетника здесь вывозят по лесной дороге в обход весового контроля. А местные инспекторы утверждают, что нелегалов на их территории уже нет. Репортаж Азата Самирханова. Даже внедорожник не может подняться по этой колее. Дождь ни при чем, говорит наш сопровождающий, и добавляет, что дорогу разбили грузовики, везущие природный камень. Нелегальным образом. И камень сейчас вот увидите, карьер сейчас четверцы вот вывозят отсюда. По краям проезжей части лежит тот самый плетняк, аккуратно упакованный в полиэтилен и готовый к транспортировке на небольшом фургоне. Пока снимаем эти кадры, лесную тишину нарушает рев двигателя большегруза и крики. Решили понаблюдать со стороны. Вскоре мимо нас проехал 10-тонный Урал, доверху нагруженный природным камнем. А за ним еще один. И таких рейсов в день может быть несколько, говорят жители близлежащих деревень. Идем проверить, действительно ли в лесной чаще действует нелегальный карьер по добыче камня. Путь нелегкий, вброд переходим Лемезу, пару километров вверх по размытой от дождя огромных колес дороги. По пути видим строительный вагончик и баню. Наконец, поляна, где работает бульдозер и несколько человек. На пчеловодов они не похожи, представились геологами. А у вас тут что?
Видите, камень набиваем. Пока. А что же камень упаковали вы? Ну, нам сказали, упакуйте, сразу упакуем. А вы как геолог знаете, это что, какой-то ценный, что ли, или что? Ну, знаем, что да. Стоит он чего-то. Ну, ниже еще там дороже что-то есть. То есть вы туда? Нам это не интересно. Нам глубже. Что хотят найти на глубине 8 метров эти геологи, непонятно, но добываемый попутно камень, который им якобы не интересен, весьма востребован на рынке и при грамотном использовании приносит немалые доходы. Вот так выглядит природный камень после обработки. За этим холмом карьер, а вот здесь мы видим аккуратно уложенный плетняк. Каждый блок примерно 1 кубический метр, и его стоимость здесь на карьере 4000 рублей. Но после шлифовки и другой нехитрой обработки, говорят специалисты, где-нибудь в Москве этот камень будет стоить на порядок больше. География поставок осинского лимезита широка, от Санкт-Петербурга до Грозного. Местные жители говорят, что по номерам грузовых фур, приезжавших сюда ранее, можно было бы составить едва ли не полную карту Европы. Наше население без работы, они ведь приезжают как варварски, перерылись чужими руками. Ни государству, ни налоголожения, ни для нашего населения никакой пользы нету. Это кто-то лишние отдельные люди себе карман забивают. Этот карьер расположен на 132-м квартале Инзерского лесничества. И по документам арендаторы из Челябинской области взяли участок под геолога-разведку всего месяц назад. Хотя масштабы деятельности явно свидетельствуют об обратном. Впрочем, местные инспекторы говорят, что у них все под контролем. Черных копателей, мы их так называли, практически исчезли. Нету такого, чтобы варварски производилась копка камня. Мы выезжаем совместно с Министерством экологии. Вот у нас территориальный комитет есть в Белорецке. Иногда они и без нас выезжают. А так мы по карьерам выезжаем совместно. С МВД выезжаем. У нас тут отделение полиции есть. Видимо, до этой делянки инспекторы пока не дошли. Зато заинтересовались депутаты Госдумы. Зариф Байгускаров в ближайшее время намерен посетить Осинский сельсовет и проверить, как ведется борьба с черными копателями. А на законодательном уровне ужесточить размеры штрафа для тех, кто занимается незаконной разработкой карьеров. Если, например, сегодня от 2 до 5 тысяч, в отношении физиц это будет от 15 до 30 тысяч рублей я предлагать буду. И при этом с конфискацией техники. Например, если он на тракторе вывозит или на автомашине, соответственно, надо будет его конфискация. В дополнение к изъятию техники депутаты хотят привлекать к ответственности тех, кто попадается повторно. Эти меры должны улучшить ситуацию, а первые шаги по наведению порядка были сделаны еще прошлой осенью. Тогда по поручению руководителя Башкортостана Минэкология аннулировала лицензии разработчиков. Сейчас в ведомстве планируются новые механизмы контроля. Вот только некоторым главное разрабатывать и зарабатывать. Азат Самирханов, Булат Закирьянов, Рафик Ахмедшин. Итоги недели. А вот теперь действительно о пчеловодах. 50 жителей Стерлитамакского района написали заявление в прокуратуру из-за массовой гибели пчел. Люди считают, что причина ущерба на пасеках – борьба с вредителями, которую проводят аграрии на посадках рапса. Аналогичная проблема в Илишевском, Мейкинском, Бишбулякском районах, а также в ряде регионов Поволжья. Происходящее сами пасечники уже назвали экологической катастрофой. При этом повсеместно в этом году значительно увеличены посевы высокомаржинальной масличной культуры. Совпадение это или все же причина массового мора пчел, выяснял Максим Окунев. Падает, переворачивается, ногами прыгает, и все, вот они. Дрыг, и все умирает. У каждого улья горсти мертвых пчел. Насекомые-охранники, чувствуя опасность для роя, проявляют агрессию. По мнению Владимира Колганова, все семьи пчел уже обречены. Заражению подверглись в том числе матки, которые уже не смогут давать здоровое потомство. Говорит, впервые столкнулся с таким ущербом для хозяйства. Сейчас семейство наше, вот здесь братья, вот родительский дом на этом месте. И все мы занимаемся пчелами. Урожая не будет, ты потерял все пчелы. Сейчас придется мне, если что, остались рамки, они будут заражены. Мне нужно их вырезать, выкидывать. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Илишевского района. Территория пасеки Зуфара Мирасова превратилась в место массового захоронения. Насекомые, едва долетев до улья, падают замертво. Житель деревни Красная Звезда развел в тазике сахарную смесь, чтобы пчелы не летали к посадкам сельхозкультур. Именно там, по мнению пасечника, они, собирая нектар, травятся инсектицидами. Летают на цветки, когда их обрабатывают, и они получают дозу инсектицидов, то есть они на рапс, еще другие растения какие сыпят. Производство меда – это дополнительный источник дохода для сотен семей республики. Люди считают, что в бедность их ввергают сельхозпроизводители, которые в этом году посеяли рапс. Это высокодоходная культура, которая требует особой обработки химией.
Совпадение или нет, но во всех случаях массовой гибели пчел фигурируют посадки рапса. Растения семейства крестоцветных во время роста и цветения привлекают очень много насекомых-вредителей. Поэтому, по мнению аграриев, внесение пестицидов и различных притравок необходимо, чтобы получить урожай. В подтверждение пчеловоды демонстрируют упаковки из-под химикатов, найденных в поле. Люди собираются представить их как вещественные доказательства. Судя по инструкции, химия имеет 2-й класс опасности для человека. Насколько она вредна для насекомых, можно лишь догадываться. Вот эти препараты дашь, тоже 2-й класс, а вот этот препарат 3-й класс опасности. По региональному закону о пчеловодстве об обработке полей аграрии должны предупредить жителей населенных пунктов за 5 дней. За это время пасеки нужно вывести в лес. Формально это правило было выполнено, в газете появилось объявление. Но закрыть пасеки невозможно, как и убрать десятки ульев из зоны поражения. Фермеры разводят руками. Пчел жалко, но не пропадать же рапсу. Возделываем первый раз. Вообще, вот в этом году мы решили его посеять. Без этой обработки урожая вообще не будет, нуль будет, короче. Он очень прожорливый такой, вредитель, он все съедает. Сейчас в Стерлитамакском районе работает выездная ветеринарная лаборатория активистов Общероссийского народного фронта. Они обнаружили канистры с инсектицидами, которые должны быть утилизированы. Теперь выясняется, не превышена ли норма вносимой химии и на каком расстоянии от населенных пунктов производилась обработка рапса. Выясняется, насколько соблюдалась, технология обработки этих от вредителей полей, насколько концентрация соблюдалась. Ну и, конечно же, те пустые канистры, которые мы обнаружили в поле, в лесу, где, видимо, сельхозпроизводитель пытался их как-то скрыть, прикрыть. Мы записали видео, убедились, что они там есть. Но даже если будет доказано официально, что фермеры травили поля высокоопасной химией, легче от этого не станет, считают эксперты. Ведь об обработке предупреждали заранее. Правда, в Ассоциации пчеловодов региона считают, что владельцы пасек вправе рассчитывать на компенсацию. Чтобы все участники рынка чувствовали свою ответственность, чтобы у нас была правоприменительная практика взыскания крупных штрафов, и это отобьет желание участников рынка вести несанкционированную деятельность. О массовой гибели пчел уже вовсю трубят еще и жители Миякинского, Бишбулякского, Кармаскалинского районов. Жалуются пчеловоды других регионов Поволжья. И везде проблема упирается в рапсовые поля. В этом году в Башкортостане эту культуру посеяли на 47 тысячах гектаров, тогда как в прошлом эта цифра не превышала 33 тысяч. Эксперты полагают, что пчеловодам и аграриям придется искать компромисс. В качестве арбитра могли бы выступить власти, чтобы сохранить репутацию башкирского меда в преддверии Конгресса Апимондия. Максим Окунев, Азамат Мухаветшин, Владимир Шевчук. Итоги недели. Неожиданная находка в пещере Шульганташ. Научным сотрудникам природного заповедника удалось обнаружить новые уникальные наскальные рисунки, напоминающие мамонтов. Парадокс в том, что нашли их не в отдаленных залах спелеокомплекса, а в так называемом горле, через которое за десятки лет изучения природного памятника прошли сотни, если не тысячи исследовательских экспедиций. Азат Садриев побывал в пещере и узнал, какой подарок она преподнесла на этот раз. 50 тысяч туристов ежегодно с завистью смотрят на эти ворота, за которыми скрыты главные сокровища пещеры Шульганташ. Проход сюда строго ограничен. Доступ имеют только сотрудники природного заповедника и члены научных экспедиций. Для нас сделали исключение, чтобы показать миру уникальную находку, которую недавно обнаружили буквально в 20 метрах от главной смотровой площадки. Это так называемые макаронины. Это линии, нанесенные пальцами в мягкие породы или в мягкие субстраты, так скажем. Это либо глина, это и так называемый монтмиль. То есть нанесли пальцами либо параллельные, либо такие змееобразные линии. В данном случае у нас это треугольник, треугольной формы рисунки. В соседнем зале у нас есть еще линии мамонтов. За все время исследования Шульганташа ученым удалось обнаружить более 200 наскальных рисунков и их реликтов. Но все они находятся в дальних залах. В горле пещеры, которую еще называют проходной зоной, на стены внимания не обращали до недавнего времени. После открытия сотрудников заповедника интерес к макаронам проявили археологи Московского государственного университета. Специфический метод нанесения изображений мамонтов также зафиксирован в ряде французских и испанских пещер. По словам ученых, этот факт выводит на новый уровень представления о Шульганташе
как о памятнике палеотических шедевров наскального искусства. Это опять-таки подтверждает связи между этим регионом и между регионом Франко-Кантабрии. То есть люди еще во времена палеолита как-то передавали культурную информацию на такие большие расстояния, на 1000 километров. Значение еще одного рисунка макарон ученым только предстоит выяснить. Его обнаружили чуть дальше от входа, но выполнен он уже в другом стиле. Рисунок называется решетка, тоже нанесенный краской пальцами, то есть видны следы от пальцев. Это косые такие линии. И при фотообработке можно увидеть внутри какие-то еще линии, пока еще непонятно, что означающие. В этом году в пещере уже идентифицировали несколько новых рисунков мамонтов. Теперь по данному параметру Шульганташ стал в один ряд с памятниками наскального творчества человека эпохи Верхнего палеолита, как французские Фон де Гом, Пешмерель и Камбарель. Зал рисунков, панно называется «Западное». Представлено 3 мамонта, один из них полностью закрашен. Это единственный рисунок, полностью закрашенный красным цветом. Дальше 2 мамонта, это взрослый мамонт и мамонтенок. Сзади мамонта, за спиной можно увидеть человека, если приглядеться, он очень старенький. В зал рисунков туристов не пускают, именно поэтому здесь удалось сохранить уникальный микроклимат, который в любое время года составляет плюс 7 градусов. Благодаря собственной экосистеме наскальные рисунки сохранились в довольно хорошем состоянии. Например, самую большую галерею обнаружили вот на этой стене. По словам ученых, здесь изображено 12 животных и людей. В скором времени десятки тысяч туристов все же смогут увидеть уникальные изображения пещеры Шульганташ. Возводится одноименный историко-культурный комплекс, в котором в точности передадут факсимиле всех наскальных рисунков. В следующем году планируется завершить первый этап работ. Возможно, к тому времени экспозиция пополнится. Заповедник, претендующий на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит в себе еще много тайн, оставленных 20 тысяч лет назад. Азат Садриев, Артур Елаев и Игорь Иванов. Итоги недели. Бурзянский район. Легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов в скором времени может вновь вернуться на площадь, с которой в 1942 году уходил на Великую Отечественную войну. Уфимскую Советскую площадь ждет перезагрузка. Стихийную парковку планируют перенести под землю. На ее месте установят большую конную статую командира башкавдивизии и разобьют сквер имени Шаймуратова. Идея принадлежит руководителю Башкортостана. Деньги на реализацию проекта будут собирать всем миром. Сейчас главархитектура готовит эскизы, их вынесут на общественное обсуждение, где и будет выбран окончательный вариант. В столичной мэрии отмечают, после согласования документации строителям понадобится не больше года, чтобы полностью реализовать проект. Условия позволяют воплотить в жизнь самые смелые решения, ведь под площадью нет никаких коммуникаций. На сегодняшний день планируется убрать отсюда парковку, потому что она фактически площадь собой уничтожила. А парковка будет выполнена в двухуровневом варианте, в подземном, заезд и выезд вдоль улицы Пушкина. И планируется эту работу выполнить в будущем году. Мировой рекорд и гости из-за рубежа. В Москве прошел башкиро-татарский Сабантуй. В этом году национальный праздник посвящен столетию нашей республики. Впервые, кроме традиционных состязаний, в программе соревнований на воде. На Москве-реке прошел баттл двух братских народов – состязание «Регата». Хедлайнерами московского Сабантуя стали Айдар Галимов, Роберт Юлдашев и Элвин Грей, а также лидер группы Deep Forest, который впервые выступил на одной сцене с башкирскими артистами. Мотивы Башкортостана и Франции впервые кружатся в нотном танце на одной сцене. Курай под аккомпанемент французской группы Deep Forest. Композиция была создана после того, как Эрик Муке побывал в Уфе на фестивале «Сердце Евразии». Национальная музыка и рассвет медного цвета по пути в аэропорт настолько впечатлили француза, что он решил включить башкирскую мелодию в свой альбом. Так, курай Роберта Юлдашева и голос Зилии Бахтиевой попали в западные чарты. Я сегодня сыграл на одной сцене с мировой известностью, обладателем Грэмми Deep Forest. И могу точно сказать, что курай сегодня звучал world music. История началась 2 года назад, когда я был приглашен в Уфу и познакомился с замечательными артистами Робертом и Зилей и другими людьми. И это было очень эмоционально и значимо для меня. В следующем альбоме планируем сотрудничать, и сегодня я вновь на мероприятии, на котором можно проследить разнообразие культур.
Проследить, как жили башкиры, наглядно можно было в этнодеревне. Вот, например, национальное застолье. Без стола. Проходит в юрте. Сидеть принято на полу. Чай пьют не из кружек, а из пиал. Или одежда. Примерить костюм настоящего джигита мог любой желающий. Удивляется, что все красочно, ярко, самобытно. И, конечно, что мы сохраняем свою национальную башкирскую культуру, свою кухню. Традиционный элемент любого башкирского или татарского сабантуя – куреш – борьба на поясах. Рядом на бревне уже мальчишки выясняют, кто сильнее. Бой на мешках, пока кто-то из соперников не потеряет равновесие. В этом году в программу национального праздника включено еще и состязание на веслах. Баттл двух братских народов. Водное состязание регата. Башкирские и татарские народы, которые живут в бассейнах крупных полноводных рек, наши предки, наверняка знали, что такое лодка, что такое гребля, наверняка владели этим совершенством. Поэтому мы и решили включить в Москве это прекрасное состязание. Когда занимаешься академической греблей, ты работаешь над своей силой духа, совершенствуешься, укрепляешь свой дух. И не зря у меня тут в футболке написано «В здоровом теле здоровый дух». Впервые на Сабантуе организована бизнес-площадка. Только вместо стендов и презентаций об экономическом потенциале, шоу с квестами и лекции о предпринимательстве. Был поставлен мировой рекорд по нетворкингу. Это формирование вокруг себя круга людей, создание сообщества, сплоченного одной целью. Бизнесменов Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Татарстана подружил бизнес-клуб «Таратау». Сегодня мы получили более 50 отзывов от предпринимателей города Москвы об интересе к инвестиционному и туристическому потенциалу Республики Башкортостан. В этом году праздник был посвящен столетию башкирской автономии. Сабантуй как один из символов национального единства. Народы двух соседних республик закружились в танце дружбы. Вот такой праздник это объединяет все народы. Я рад, что даже в столице России собирается столько наших и празднуют такой крупный наш национальный праздник Сабантуй. Лилия Курбанова, Гульнара Абдурахманова, Сергей Гаврилов. Итоги недели. На предстоящей неделе Уфа станет центром мирового спорта. В столице Башкортостана пройдут 53-е летние международные детские игры. В Уфу приедут больше 1000 спортсменов из 30 стран мира. Ребята от 12 до 15 лет будут выявлять сильнейших в 9 видах спорта. Соревнования проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета, а потому к ним особое внимание. Первый участник уже прилетел сегодня в Уфу. О детских играх с большим размахом в материале Розы Хабибуллиной. Такие видеопослания Уфа получила едва ли не со всего мира. Участники предстоящих детских игр отправляли свои открытки из разных стран и городов, команды которых выступят в столице Башкортостана. Это Канада, Мексика, Словения, Греция. Сегодня прибыл первый спортсмен. Брентон Морган из Канады прилетел вместе со своим отцом. Мальчик выступит в составе футбольной команды. Остальные игроки прилетят завтра. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям, особенно усиленно в последние 2 месяца. Как первым прибывшим гостям специальные подарки, но с пустыми руками из Башкортостана не уедет никто. Уже упакованы рюкзаки для участников международных игр. Организаторы постарались собрать их так, чтобы у спортсменов всегда с собой было самое необходимое. Дождевик, бутылка воды, бейсболка, а еще на память можно будет сфотографироваться у новых арт-объектов. Они представляют собой стилизованные буквы УФА, стеклянные стелы с логотипом МДИ, а также чемодан с символикой предстоящих игр, который встречает гостей столицы в аэропорту. Всего в Уфе 26 таких арт-объектов. Участники смогут легко сфотографироваться около каждого, ведь вопроса с транспортом тоже нет. На неделе в Уфе приняли специальные автобусы. В салоне есть кондиционер, телевизор, современная аудиосистема для общения со всеми пассажирами. На такую работу ответственность очень большой, очень ответственная. И вы сами же видите, как мы готовимся к этому серьезно. Даже стараемся, чтобы с нашей стороны не было никаких неприятностей. Тем более перевозка детей – это очень для нас важнее,
Но, конечно, самое главное – это сами спортивные объекты. Соревнования по 4 видам примет Центр спортивной подготовки на Камышлинской. Здесь определятся сильнейшие в плавании, греко-римской борьбе, фехтовании и легкой атлетике. На неделе в новом спортобъекте прошли тестовые состязания. 50-метровый бассейн единственный в Башкортостане в своем роде. Подобные есть в Уфе и в Салавате, но в Центре спортивной подготовки наибольшее число дорожек. Кроме 50-метрового, здесь есть бассейн 25 на 25 и 2 детских. Сегодня Республика Башкортостан, столица, готова к проведению международных детских игр в полном объеме. И сегодня вы видите вот этот вот наш прекрасный центр, Центр спортивной подготовки. Впервые он так звучит, согласованный с руководством республики. Центр спортивной подготовки Агидель. Да, вот красиво так. Вот. На самом деле это лучшее спортивное сооружение на сегодняшний день не только у нас в республике, но и в Российской Федерации. Соревнования по дзюдо пройдут в спорткомплексе Приозерный. Рядом в парке культуры и отдыха Кашкадан определятся сильнейшие в пляжном волейболе и баскетболе 3 на 3. Футболисты сыграют на стадионе «Нефтяник», а для скалолазов установили специальное оборудование в парке «Ватан». Здесь же пройдет церемония закрытия. А вот откроются игры на Уфа-арене в среду, 10 июля. Прямую трансляцию можно будет увидеть на нашем канале в 17 часов. Роза Хабибулина, Татьяна, Анджа, Александр Усманов, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До свидания.